Неблагополучная дорожная обстановка сопутствует все большему количеству ДТП на дорогах столицы. Накануне инспекторы ГИБДД Якутска провели очередной рейд по районам города. Подробности у Афанасия Николаева. На этом участке дороги совсем недавно ввели двухстороннее освещение. Но все же в реестре ГИБДД он значится как проблемный. Все потому, что пешеход, выходящий на зебру через улицу Лермонтова, оказывается в слепой зоне для водителей. В данный момент нарушение треугольника видимости – это со стороны Каландрашвили в сторону Петровского. На этой развязке недалеко от ЕГСК проблематично увидеть вообще что-либо. Несмотря на наличие фонарных столбов, освещение не действует. Автолюбители жалуются на нулевую видимость. Конечно, опасно. И вообще пешеход, если побежит, его не заметишь вообще. Это, считай, все сбило, все. Даже пускай это будет пешеходный переход, не видно же. И тем более машина сразу не остановится, скользко. Освещение обязательно, это вот по правилам безопасности основное. Основные, вот где хотя бы где пешеходные переходы, там обязательно освещение должно быть. Хотя бы где пешеходные переходы. Причем список таких участков достаточно длинный, начиная Покровским трактом, заканчивая ГРЭС и Мархой. Практически полностью не освещается объездное шоссе и Хатынюрах. С начала года произошло уже более 100 ДТП с таким сопутствующим фактором, как неудовлетворительные дорожные условия. По итогам 11 месяцев на территории городского округа города Якутск зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями, при которых 13 человек погибли, а также 156 человек получили ранения. По всем выявленным нарушениям составляются административные протоколы. По некоторым из них уже наложены штрафы и взыскания. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Якутск.